Пишем. Стрелять из национального лука еще пару веков назад умел каждый житель Башкортостана, но сейчас этим навыком мало кто может похвастаться. Пришло время восставлять пробелы. В культурном центре Атайсай собрались мальчишки и девчонки, хотя кажется только девчонки. Для того, чтобы научиться стрелять из национального башкирского лука, он очень сильно отличается от спортивного. Но на протяжении веков с помощью него башкиры охотились и даже участвовали в войнах. Научить нас стрелять пришел настоящий мастер своего дела Юлай Галиуллин. Самое важное, мы тянем не стрелу, а тетиву. То есть если вы будете стрелу тянуть, она у вас будет так прыгать. У этого лука нет прицела, как на спортивном. Чтобы попасть в цель, нужно приноровиться, но у новоспеченных лучниц для первого раза получается весьма неплохо, на мой взгляд. Что ты сегодня узнала на этом мастер-классе? Я узнала о мастер-классе, что лук нужно прислонять к щеке и сгибать руку, чтобы не поранить ее. Ты уже стреляла? Расскажи, как это стрелять. Стрелять это очень круто, мне очень понравилось. Когда стрелу натягиваешь, это тяжело, конечно, но я попала в метку. В наши дни в республике есть мастера, способные делать весьма точные копии башкирского боевого лука, который вполне можно назвать одним из символов национальной воинской славы. Даже ежегодно проводятся соревнования Мерген-Уксы. Как тебе стрелять из лука? Было очень круто, мне понравилось, но сперва было чутка даже страшно, то, что что-то может пойти не так. На что надо обращать внимание на стрельбе из лука? На тетиву, чтобы она сильно натянулась, и не ходите возле мишени. Реально ли попасть с первого раза в яблочко? Думаю, да, я попала с первого раза прямо в красное яблочко. Боевой лук стал первым видом оружия, способным поражать врагов на весьма приличной дистанции. Кстати, сам лук изготавливается из весьма простых материалов – березы и ели, но при желании его украшали. Лук в старину для башкир был не только оружием, но и символом достатка. «Покажи мне свой лук, и я скажу, кто ты». Такая поговорка была весьма актуальна в давние времена. Мария Киселева, Руслан Бекбаев специально для Горы новостей.